Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе «Все работы по графику» премьер-министр Артур Микваби оценил состояние некоторых объектов инфраструктуры в Очамчирском и Ткварчалском районах. Наши в числе призеров абхазские школьники с успехом выступили на научно-практической конференции в Москве. Спорт для самых сильных. Чемпионат по пауэрлифтингу завершился в Абхазии. Культура Абхазии понесла большую утрату. На 49-м году ушел из жизни заслуженный артист Абхазии и Башкортостана Джансух Чамагуа. Певец и композитор Джансух Чамагуа был одинаково талантлив во всем, что делал. Ему были подвластны как классические произведения, так и эстрада и народная музыка. О жизненном и творческом пути большого артиста наш следующий сюжет. Джансух Чамагуа был одним из ярких и талантливых певцов абхазской эстрады. В свое время он закончил Сухумское государственное музыкальное училище и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию. Уже после войны возглавил отделение эстрадного пения в Сухумском училище. Все свои силы и знания он вкладывал в своих любимых студентов. И дело, которому он посвятил около 20 лет своей жизни, имело для него большой смысл. Сегодня его уроки посещают более 40 студентов и школьников. Тот опыт и знания, которые он передавал им, для них бесценны. Более того, со своими студентами он часто выезжал в различные города России и Европы на музыкальные конкурсы и фестивали. Сегодня траурный день для всего коллектива училища. Уход из жизни такого друга, преподавателя и коллеги для всех здесь стал настоящей трагедией. Они вспоминают о нем как о необычайно талантливом и жизнерадостном человеке. Вы знаете, утрата всегда очень тяжело. А тем более, когда теряешь коллегу такого молодого, такого способного, энергичного, хорошего певца, хорошего товарища, верного такого учителя, если сказать, который душу отдавал своим ученикам, энергичного, то это в 10 раз тяжелее. И мне, как педагог, который видел его начало учебы здесь и проследила за его, как говорится, способностями, за его успехами. Конечно, это очень неожиданно и очень тяжело. Мы все очень скорбим. Джансух Чамагуа был любимым гостем на различных концертах не только в Абхазии, но и за ее пределами. Его часто приглашали на гастроли. Песни в его исполнении знает и может напеть практически каждый. В 2011 году за достигнутые успехи в развитии и популяризации абхазского музыкального искусства Джансуху Чамагуа присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Абхазия». Сарес Морбислан Джинджолия, Абхазское телевидение. 10 апреля премьер-министр Артур Микваби совершил рабочую поездку в Очамчирский и Ткварчалский районы республики. Глава правительства встречался с руководителями администрации двух районов Хрипсамджопу и Аида-Чачхалия. На встрече был поднят ряд актуальных вопросов. Среди ключевых тем – весенне-полевые работы, ремонт энерго- и водосистем, состояние Ткварчалской больницы, Очамчирский ЗАГС. Проведение капитальных ремонтов и строительство различных объектов подчеркивалось на встрече. Должно проходить по запланированному графику. Тему продолжит Низ Фаршба. Поездки на места, постоянные рабочие контакты с главами районов дадут ощутимый положительный результат, уверен Артур Микваби. Он считает, что все программы и мероприятия необходимо реализовать во взаимодействии с соответствующими службами на местах. Мы приступили к выполнению комплексного плана. Вы все знаете, что у нас предусмотрено 4,7 миллиардов рублей на развитие, социально-экономическое развитие Абхазии. Большинство этих денег направляется на инфраструктурные проекты. Технически, конечно, эти все объекты, которые строят, они сложные, требуют дополнительных понимания, дополнительных усилий и, конечно же, контроля со стороны правительства. И мы обговариваем с главами, как нам усилить темпы работ, которые сейчас уже начаты. Мы на самом деле сейчас из графика пока не выпадаем, но хотим, чтобы этот график шел скорее с опережением. Для скоординированного взаимодействия и реализации всех намеченных планов подобные рабочие поездки в города и районы глава правительства Артур Микваби планирует проводить каждый месяц.
Расширенный репортаж о рабочей поездке премьера в Очамчирский и Тхуарчалский районы смотрите сразу после нашего выпуска новостей. Делегация Министерства здравоохранения Республики приняла участие в работе 5-й конференции по вопросам ВИЧ, СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии, состоявшейся в Москве. В ходе мероприятия обсуждались последние достижения науки в области эпидемиологии и профилактики ВИЧ-инфекции, разработки и доступности новых средств лечения и диагностики. В рамках конференции был проведен всесторонний анализ вызовов, связанных с ВИЧ-инфекцией и путей ее преодоления, сообщает отдел информационных технологий Минздрава Абхазии. В Москве в Геологическом музее имени академика Вернадского состоялась презентация книги Дениса Чичхаля «Трехпритворная композиция храмов средневековой Абхазии». В своей презентационной лекции автор рассказал об особенностях своей многолетней исследовательской работы по изучению истории зарождения и развития трехпритворной композиции в Абхазском царстве и о влиянии этой модели храма на архитектонику памятников Алании, Руси и Трапезунда. На презентации книги присутствовали сотрудники посольства Республики Абхазия в Российской Федерации, общественные и политические деятели, археологи, архитекторы, художники, искусствоведы, дизайнеры, преподаватели, студенты московских вузов. Учащиеся Гагарского лицея-интерната и Сухумских средних школ номер 1 и номер 6 приняли участие в международной научно-практической конференции, проходившей в столице России. Как проявили себя абхазские школьники в Москве, расскажет наш гагарский корреспондент Мадина Тарба. Учащиеся Гагарского лицея-интерната еще в прошлом году в качестве гостей посетили научно-практическую конференцию в Москве, а в этом году они решили подготовить и представить на ней свои доклады. Вот имена участников конференции в Москве, представлявшие нашу страну. Это учащиеся Гагарского лицея-интерната Леон Джинджоля, Леон Пастаня, Барас Куджба, Дауд Капш, Рашид Хашик, а также учащиеся Сухумской средней школы номер 1 Милана Харчилава и ученик Сухумской 6-й школы Беслан Аршба. Группу из Абхазии возглавляли преподаватель Гагарского лицея-интерната Альберт Тухтаров и специалист Министерства образования и науки Республики Абхазия Ада Ануа. Мы решили принять участие, и 2 ребят были отобраны по исследовательским работам. Одна работа по физике, другая по краеведению. И мы попали таким образом на эту международную научную конференцию. Это очень полезно и интересно ребятам. Есть возможность общения, так как конференция была международного уровня. Ребята очень сдружились, общались. И плюс, конечно, при защите работ была возможность не только себя преподнести, но и посмотреть и познакомиться с теми ребятами и их работами, которые были представлены на конференции. 3 доклада из представленных абхазскими учащимися удостоились призовых мест. Так, доклад ученика Сухумской средней школы номер 6 Беслана Аршиба на тему «Искусство оружейных мастеров. История вооружения Абхазии» был отмечен 2-м местом. Ученик Гагарского лицея-интерната Леон Джинджоля тоже занял 2-е место. Он выступил с докладом по физике «Звук на усвоение информации». Еще один ученик лицея-интерната Леон Пасани с докладом по экологии очистка вод от загрязнения нефтепродуктов удостоился призового 3-го места. Мы исключительно выбрали 3 оружия, которые изобрели именно мы, абхазы. Это так называемый посох Алабаща, абхазский нож и кинжала Ама. Именно про эти 3 вида оружия и выстроил свою исследовательскую работу. Немногие народы могут похвастаться своим ножом, а у абхазского народа он есть. Он отличался своей формой и величиной, и небольшой изгиб, который делал его весьма удобным для сражения. Этим и отличался наш нож от остальных. Международная научно-практическая конференция для абхазских школьников является хорошим подспорьем в их начинаниях в научной области. И потому руководители группы и дети советуют всем школьникам нашей страны принять участие в ней. Детский московский ансамбль абхазского танца «Амцев» занял 3 призовых места в номинации «Народная хореография» на фестивале хореографического искусства «Гордость Москвы». Как сообщает Апснепресс, «Амцев» также стал обладателем призового фонда фестиваля в размере 30 тысяч рублей. В фестивале принимали участие ансамбли из всех регионов России и ближнего зарубежья. Тимур Квискири, участник команды «Нарта» из Абхазии, станет главным режиссером церемонии
Открытие и закрытие чемпионата мира по футболу 2016 года под эгидой КАНИФА. Его сценарий проведения церемонии был признан лучшим Федерацией футбола Абхазии по результатам тендера. Как сообщает «Спутник Абхазия», в постановке, которую представят болельщикам в день открытия чемпионата 28 мая, примут участие хореографические ансамбли республики. Согласно сценарию, одновременно на поле будут находиться до 200 артистов. Организаторы намерены отразить в постановке эпизоды истории Абхазии, элементы ее традиционной культуры. По мотивам старинных абхазских мелодий будут написаны 6 или 7 композиций. Для артистов будут шить новые костюмы, а декорации к постановке изготовят художники Абхазского драмтеатра. Завершился чемпионат Абхазии по пауэрлифтингу. Его организаторы – Федерация пауэрлифтинга Абхазии и Государственный комитет по физической культуре и спорту. Традиционно спонсорами мероприятия выступает компания «Амобайл». Подробности в репортаже Астанды Отруба. Федерация пауэрлифтинга Абхазии существует около 5 лет. За это время было проведено немало спортивных мероприятий. Наши спортсмены с успехом выступали на различных соревнованиях в России. А в Абхазии по пауэрлифтингу ежегодно проводятся соревнования на Кубок Абхазии и чемпионат по этому виду спорта. В этом году в чемпионате по триборью выступали спортсмены различных весовых и возрастных категорий из Пицунды, Калдахвары, Гудауты и Сухума. Сотовая компания «Амобайл» ежегодно выступает в роли спонсора в различных спортивных мероприятиях. И этот чемпионат не стал исключением. Компания «Амобайл» традиционно поддерживает проекты, направленные на развитие спорта и здорового образа жизни в Абхазии. Не стал исключением и сегодняшний чемпионат по пауэрлифтингу. Неподдельный интерес к этому турниру наглядно демонстрирует, что спорт и силовые виды спорта в Абхазии обретают все большую популярность. Эта тенденция очень позитивная. Как представитель компании «Амобайл» и в не меньшей степени как любитель посещать тренажерный зал, хочу сказать, что этого чемпионата ждут многие спортсмены и непрофессионалы со всех городов Абхазии, как парни, так и девушки. От лица компании хочу пожелать всем участникам сил, терпения и, конечно же, побед. Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта, где спортсмены выступают в 3 видах – присед со штангой, становая тяга и жим штанги лежа, от чего и получил название триборье. Участники отмечают, что это сложный вид спорта, но при этом вырабатывающий в человеке такие важные в жизни качества, как характер, устойчивость и сила духа. Я начинал, когда готовился к поступлению, и меня, в общем, затянуло к этому. И вот сейчас занимаюсь опять-таки для себя в жизни это надо, по-любому спорт это и здоровье самое главное. Поднимал я 100 килограмм, и добиваюсь все больше и больше, хочу для себя тоже поднять большой вес. Если есть у тебя интерес к спорту, нужно добиваться всего этого. Если есть желание, то больше ничего не нужно. Мне нравится, я почти 3,5 года этим занимаюсь. Сегодня я выжил 90 килограмм и присел 120. Желательно было бы еще больше, но не совсем был готов. По правилам, принимать участие в этом виде спорта имеет право каждый, достигший 18 лет. Но в этом году можно было увидеть много школьников, тяжелоатлетов. Организаторы объясняют это недостаточным количеством соревнований, где они могут показать себя, а также улучшить технику и знания. К примеру, Элкан Гвазава поднимает штангу почти в 2 раза больше собственного веса. В этом году он поступает в спортшколу города Казань. Одним из представителей старшего поколения является Гурам Адлиба. Он с детства занимался спортом и только последние 10 лет увлекается тяжелой атлетикой. Считает этот вид спорта отличным способом улучшить состояние здоровья. Спонсоры мероприятия не остались в стороне. Так, представитель компании «Амобайл» Акопов Джан поднял штангу весом 132,5 килограмма. На перспективу у нас ежегодно происходят и выездные соревнования. У нас есть ребята, которые стали чемпионами Европы, чемпионами мира, мастера спорта. У нас есть перспективные ребята. Надо заниматься, надо проводить соревнования, надо подготавливать молодых спортсменов. В принципе, этим мы и занимаемся. Мы провели соревнования хорошо. Помощь нам оказал Госкомитет по физической культуре и спорту и оператор сотовой связи компания «Мобайл». В чемпионате уже 3-й год принимает участие 37-летний краснодарский спортсмен Ярослав Гриценко. В этом году ему удалось выжать 150 килограммов лежа.
Победители соревнования были награждены кубками, грамотами и медалями. Организаторы чемпионата сообщают, что в ближайшее время абхазские команды поедут в город Сочи на соревнования, приуроченные Дню Победы 9 мая. Астанда Одербасейдайба, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь с грозой. Температура воздуха ночью 14-16, днем 20-22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.